В пленарной работе форума принимают участие Евгения Исаевна Михайлова, ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Эдуард Владимирович Кондратьев, заместитель министра образования Республики Саха-Якутия, Матвей Иванович Лыткин, заместитель министра по молодежной политике и спорту Республики Саха-Якутия, Михаил Эдуардович Слепцов. Добрый день, уважаемые коллеги. Традиционно каждый февраль мы с вами собираемся на наши февральские встречи, чтобы обсудить наши проблемы, поговорить о нас. Вот так. Унесете вдвоем? Я видел работу. Здесь же нет. Мужики помните, да? Они не знают, что сидят. Второй забег полный? Второй забег, если... Одного человека? Нет, я буду третий. Кто еще? Что такое Я красное третьим буду. Вот это что Третьим показывает? буду. Вот это что такое? Кристина Васильевна, готовься. Время засекай. 1:29. Время. 39. Карточка. То есть пятерку была. Пока голова. Да. Кто еще стоит? Поставка троих. Поставь троих. Следующий забег приготовились. Первый забег приготовились. Вам цель. Последний круг запускаем. 7:00. Обнулил? А можно еще лампочку? Сейчас.
и командные соревнования бывают. И в лесу в классическом ориентировании практически зрелищности нет. 115 лет назад, в 1897 году в Норвегии первые соревнования проводились на ориентировании, и в 2000 году первое мини-ориентирование появилось. А мини-ориентирование появилось из-за того, что, скажем так, зрелищность нужна в любом виде спорта. Биатлон же пошел зрелищно, и ориентирование пытается пойти зрелищно. Тем не менее, мини-ориентирование – это спасение для наших именно ориентировщиков детей. Раньше мы зимой, в зимнее время такие активные соревнования по мини-ориентированию не проводили. Если проводили, как говорится, втихаря, каждый тренер сам себе разрабатывал. А сейчас по мини-ориентированию мы с 6-го года или с 5-го года, да, проводим ежегодные соревнования с 4 стартами в зимнее время. Это очень активизирует. Видите, 212 детей пришло только на одни соревнования. Это 31-я школа. Меня задавили к стенке, и я еле дышала, называется. Вот. Так что это очень, так как скажу, что дети это эмоциональное развитие, интеллектуальное развитие получают, физическое развитие получают. И слова некоторые, извините, забываю. И дает очень физически-моральный рост большой, огромный дает ребенку. Вот эти мини-ориентирования включены в состав классического ориентирования. Вот. Вы видите, как это в слайде показано, мини-ориентирование где угодно можно провести. В классе, в зале, вот даже снеговых этих сделать, лабиринт сделать. Можно провести, вот видите, как школьники, этот, просто класс. Вот. Где угодно. И это дает развитие ребенку именно в виде умение ориентироваться не только в пространстве, но и в своем мышлении. Вот я сегодня пришла агитировать мини-ориентирование. Благодарю за то, что у вас хотя бы жюри есть и некоторая поддержка. Думаю, что мини-ориентирование, не только ориентирование, но и мини-ориентирование у нас в основном проводится среди социально незащищенных слоев населения, потому что ребенку нашему, городскому, надо заняться чем-то. А тот, который ребенок немножко, у него развитое мышление, очень многое мы сейчас начали набирать с 8 лет, и получается у нас, вот дети 2-3 класса с таким азартом приходят, такое увлечение получает. Агитация на этом практически закончилась, но еще что хочется сказать. Мы, вот станция юных туристов, занимаясь всеми видами ориентирования и занимаясь этим мини-ориентированием, мы с октября по декабрь проводим этот соревновательный период. Ребенок только начинает и сразу включается вот соревновательный процесс, сразу начинает работать, голова хорошо начинает работать. Здесь, значит, рассчитано на то, чтобы, значит, так сказать, цель проекта, значит, научить детей. Там вот задача будет у нас, да? Нет, задача ставьте, пожалуйста. Обучающие задачи. Ознакомить учащихся, значит, с видами водных преград, так, с правилами техники безопасности на воде, вот, и при управлении плавсредствами. Также, значит, ознакомить учащихся с видами самих плавательных средств. Вот, ну, естественно, значит, изучить конструкцию, ремонт этих плавательных средств. Вот. Далее, значит, выбор места
и значит, способы переправы. Научить также пользоваться плавсредствами, вот я назвал, что так, оказывать, значит, первую медицинскую помощь, вот, поскольку, значит, у нас условия, ну, скажем так, достаточно там, налаживать повязки различных, восстанавливать и так далее. Так, и чувствовать, значит, надежное плечо товарища. Вот, потому что в одиночку здесь, конечно, очень сложно, поэтому у нас в основном рассчитывается эта вся программа, значит, на коллективное участие. То есть дети должны чувствовать коллектив, чувствовать свою команду. Вот, но я чуть попозже потом на этом остановлюсь. Дальше, значит, ну и способствовать, значит, навыкам самой взаимопомощи. Так, ну потом дальше, значит, там следующий слайд, это у нас идет это водные преграды, какие они бывают. Это вот тут вот у нас на слайде представлены, значит, реки, озера, вот, болота разные. То есть в основном это вот, скажем так, те водоемы, которые присущи нашей республике. Так. Далее, значит, идет у нас это виды плавательных средств. Вот. Но здесь плавательных средств вообще существует большое множество, поэтому мы, значит, выбрали те плавсредства, которые, значит, непосредственно, на которых мы сплавляемся вот по горным рекам нашей республики. Это у нас реки Амга, Синяя речка, Матта, и в этом году мы планируем сплав, значит, по реке Ботами. Вот. Тут, значит, минуточку, можно еще обратно? Да, здесь вот, значит, у нас виды плавательных средств, это вот резиновые лодки надувные, байдарки, катамараны, вот, и такие вот одиночные четырехместные тоже плавсредства. Вот. Яхсети Гатарабити